точнее, трансляцию конференции. Через 5 секунд. Спасибо. Так. Добрый день, дорогие участники, дорогие спикеры. Я представлюсь, меня зовут Иван Степанов, я являюсь программным директором пространства коллективной работы «Точки кипения Якутск». И сегодня по инициативе наших местных экспертов, да, людей, которые занимаются вопросами образования, а именно Валентины Лукиной, Майи Курневой, сегодня проходит такое интересное мероприятие с интересным названием «Родительское собрание. Билет в будущее. Родитель подростку». Точка кипения уже на протяжении более 2 месяцев проводит онлайн-мероприятия, и одним из таких важных сегодня проходит данное собрание. И, пользуясь случаем, я бы хотел тут сказать вначале, да, о том, что на платформе One Click Якутия есть раздел для абитуриентов, который будет полезен и родителям, и тем вчерашним школьникам, которые будут поступать в учебные заведения нашей республики и страны. Друзья, я хочу передать слово модератору мероприятия Валентине Лукиной. Валентина. Валентина, вас слышно? Включите, пожалуйста, звук. Да, спасибо. Приветствую всех участников нашего мероприятия. Мы сегодня действительно решили провести такой необычный формат «Родительское собрание» для тех людей, которые заинтересованы, которые очень болеют за успешное будущее своих детей, своих подростков. И, наверное, вот в эпоху цифровизации эта роль действительно, имеется в виду роль родителя, да, она становится очень важной и значимой, потому что мы все знаем, что очень много информации, и ребенок не всегда может разобраться в этой информации, отделить, где полезная информация, где информация может быть не столь достоверная и полезная. Вот, поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как может помочь родитель и какие же есть вот такие работающие реальные инструменты, которые может использовать родитель прямо вот уже буквально с сегодняшнего, завтрашнего дня. Вот, и с нами сегодня наши гости, наши эксперты. Позвольте вам представить. Это министр образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Петрович Сивцев. Также с нами сегодня представители Союза агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы WorldSkills». Значит, с нами сегодня директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Кожевникова Евгения Игоревна. Так, вот, поприветствуем. Заместитель директора департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Иванова Софья Юрьевна. Добрый день. Софья Юрьевна, пожалуйста, да. И руководитель направления отдела по работе с региональной сетью проекта «Билет в будущее» Мария Вячеславовна Остроухова. Добрый день, дорогие коллеги. Так, и модерировать сегодня эфир буду я, Лукина Валентина Сергеевна. И прежде чем я передам слово для приветствия нашим гостям, я немножко вот по организации хочу сказать. Значит, для удобства, для того, чтобы наша трансляция была такой, более успешной, я предлагаю, значит, включенный микрофон и видеокамера только у спикеров. И наши гости, наши участники сегодняшнего мероприятия, те, кто подключен через Zoom, у нас есть трансляция, идет в YouTube, вот прямо сейчас идет трансляция в Instagram. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите в чате, мы обязательно на все ваши вопросы ответим. И по продолжительности мы ориентируемся, что наше мероприятие где-то 45-50 минут. Спасибо. Передаю слово, пожалуйста, Михаил Петрович. Добрый день, дорогие друзья. Иван,
Евгения куда-то переключилась, коллеги из Союза WorldSkills. Рад всех видеть. Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что Республика Саха-Якутия перед собой ставит масштабные амбициозные задачи. Об этом у нас прописано в социально-экономическом развитии, программе социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Мы перед собой ставим задачу войти в топ-15 лучших регионов Российской Федерации по качеству образования. Мы ставим перед собой задачи подготовки кадров, которые будут способны конкурировать на глобальном рынке труда. Безусловно, что касается движения WorldSkills и проекта «Билет в будущее», мы активные участники данного проекта с 2015 года. Это я говорю про движение «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». У нас есть свои звезды. Это дает нам возможность улучшить качество подготовки на территории Республики Саха-Якутия. У нас в эти дни происходит обновление материальной базы при поддержке федеральных проектов. Ну и про «Билет в будущее» мы тоже знаем, не понаслышке, с коллегами мы много лет работаем вместе. Безусловно, я благодарен за тот виток новый, который мы сегодня запускаем. И надеюсь, что мы в рамках данного проекта тоже дадим новые возможности нашим детям. Новые возможности, в том числе связанные с выбором, правильным выбором профессии, специальности, направлений подготовки, которые позволят нашим детям, нашим выпускникам школ быть готовыми конкурировать на глобальном рынке труда. Хочу обратиться к родителям. Уважаемые родители, мы все прекрасно понимаем о том, что от того, какую профессию выберет наш ребенок, зависит его будущее. Вместе с тем мы, как родители, переживая определенным образом, воздействуем на наших детей. Мы хотим, чтобы наши дети стали врачами, стоматологами, мы хотим, чтобы наши дети стали инженерами, строителями. Но это наши желания, это наши хотелки. Уважаемые родители, я хочу к вам обратиться с просьбой дать возможность своим детям самоопределиться, пройти тестирование на нашей платформе, предлагаемой нашими партнерами. Вместе пройдите это тестирование, чтобы убедиться, что же все-таки по душе вашему ребенку. И сделайте это искренне, чтобы ребенок выбрал ту профессию, ту специальность, которая будет именно близкой от души, от сердца самому ребенку. Я желаю вам, дорогие друзья, успешно завершить данный учебный год вместе с нашими программами дополнительного образования, которые мы запустили с 1 июня. В эти дни мы уже некоторые программы завершаем. Но у вас есть прекрасная возможность продолжить еще занятия на платформах наших республиканских движений «Юные якутяне», «Сосновый бор», на федеральных платформах все лето. После прохождения тестирования вы осенью можете пройти профессиональные пробы на базе наших профессиональных образовательных организаций. Мы определили 20 таких площадок и планируем расширить их количество для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, выбор был правильный. Для того, чтобы ребенок от души, самостоятельно, искренне сам определился со своей профессией. Спасибо. Спасибо, Михаил Петрович. И слово для приветствия я передаю директору департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Евгении Игоревне Кожевниковой. Пожалуйста. Михаил Петрович, добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые родители и дети, приветствуем вас. Очень приятно приветствовать вас от лица Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» на этом мероприятии. Для нас Республика Саха-Якутия является стабильным ключевым партнером в реализации проекта «Билет в будущее». С 2018 года коллеги поддержали нас, и я точно могу сказать, что то сотрудничество, которое уже налажено, оно носит добросовестный характер и порядок, и все больше и больше детей получают возможность из республики принять участие в федеральном проекте, и нам очень приятно, что мы совместно с
руководством республики и органами исполнительной власти республики делаем все для того, чтобы максимально проект разворачивался для детей ваших городов. Также нам очень приятно, что все же родители испытывают интерес к проекту, испытывают к тому, что будет происходить, и как раз то, что мы с вами смогли собраться на родительском собрании в режиме онлайн, это и доказывает. Несмотря на ту ситуацию, которая у нас есть в стране, мы с вами все же объединяем усилия семейные и деловые для того, чтобы предоставить нашим с вами детям, будущим специалистам нашей страны максимум возможностей для, соответственно, самоопределения. Наш проект «Билет в будущее», он реализуется, как я уже и сказала, 3-й год. Он реализуется для детей с 6 по 11 класс. И даже если ваши дети уже участвовали в проекте в 2018-2019 годах, конечно, ребята могут принять участие в 2020 году в этом проекте и в последующие годы, пока он существует. Соответственно, мы перед собой ставим цель не просто профориентации, не просто детям показать, какие есть профессии, а помочь детям сформировать осознанный выбор профессии, то есть дать детям возможность узнать, какие сильные стороны у них есть, какие качествами они обладают, какие у них есть, условно говоря, задатки для осуществления профессиональной деятельности, а потом уже в режиме реального времени попробовать профессию руками и понять, действительно подходит ему эта профессия или не подходит, может быть, ребенок ее по-другому представлял. Поэтому в рамках нашего проекта мы даем как в формате онлайн, так и в очном формате все-таки возможность прикоснуться к профессии и решить для себя. И вот когда у нас с вами все эти пункты сходятся, ребенок получает рекомендацию по построению индивидуальной образовательной траектории, где вы вместе с ребенком сможете в формате реального времени в личном кабинете на платформе проекта увидеть, соответственно, какие есть дополнительные программы в республике и в вашем городе, какие есть образовательные программы, куда поступать лучше, какое образование можно ребенку вот с такими интересами и с выработанными компетенциями выбрать. Я думаю, что в ходе нашей онлайн-встречи родительского собрания мы еще несколько раз обсудим вопросы проекта. Еще раз повторюсь, что мне очень приятно, что вы нас пригласили, мне очень приятно рассказать для детей и родителей о проекте. Мне очень приятно, что со стороны родительской общественности есть такой интерес к нашему проекту. Спасибо. Спасибо, Евгения Игоревна. И, значит, смотрите, действительно, вот очень радует, что проект «Билет в будущее» развивается, и начиная с этого года очень пристальное внимание уделяется роли родителей, да, в профессиональном самоопределении. И вот у меня, Михаил Петрович, поскольку вы в сфере образования достаточно давно работаете, и у меня такой вопрос. Как вы думаете, вот мнения разнятся, да, потому что некоторые говорят, что родитель должен активно участвовать, кто-то говорит, что пусть дети сами выбирают. Вот как вы думаете, роль родителя в профессиональном самоопределении подростка, какой она должна быть? Ну, безусловно, роль родителя заключается в том, что, на мой взгляд, родитель понимает психологию ребенка, его склонности и создает дополнительные условия для того, чтобы ребенок сам попробовал различные вариации профессий, различные навыки, различные виды деятельности. Тогда у ребенка сформируется собственное мнение. Вот это вот мое личное мнение, как Сивцева, как Михаила, как родителя. Вот. А как министр, ну, безусловно, мы как органы государственной власти должны для этого создавать условия. Для нас должна быть, в моем понимании, для наших детей созданы условия общие, доступные для всех наших детей, с возможностями как раз попробовать себя в той либо иной профессии. Вот это вот две основные вещи, которые мы должны сделать вместе. А что касается влияния родителя на выбор ребенка, ну тут я уже отметил, мы иногда, как родители, сами склоняем к определенному выбору.
И это, на мой взгляд, не самый правильный подход. Я поэтому и говорил о том, что давайте, уважаемые родители, дадим возможность ребенку самому определиться. Ну, давайте для этого создадим вместе условия. Ага, хорошо, спасибо. Вот здесь действительно вот Михаил Петрович очень правильно, видимо, и на собственном, на личном опыте, да, и как человек, занимающийся образованием, действительно очень важно, наверное, выстраивать вот этот диалог, умение выступать, разговаривать с детьми на равных, да, и, наверное, это вот такая одна из первых рекомендаций, если вы действительно хотите, уважаемые родители, дорогие родители, помочь своему ребенку. Во-первых, надо, наверное, вот наладить такую коммуникацию, да, диалог, доверительный диалог. И я тогда хотела бы обратиться к Евгении Игоревне с просьбой немножко поподробнее рассказать о проекте «Билет в будущее». Там, что предлагается родителям, вот как родитель все-таки может использовать этот проект, чтобы помогать своему ребенку? С удовольствием расскажем. Мы тогда попросим вывести презентацию на экран. Давайте я пока что тогда расскажу предысторию. Как я и сказала, я просто напомню, что с 2018 года мы этот проект реализуем, и в 2018-2019 году у нас проект шел своим путем. Мы привлекали и школы, и педагогов-навигаторов к тому, чтобы дети участвовали в проекте. В текущем году мы все-таки отошли от такой истории, и, соответственно, в своей речи я затрону как особенности проекта в 2020 году, так и, соответственно, то, что теперь проект собой будет представлять. Прошу вас следующий слайд включить. Коллеги, можно следующий слайд? Спасибо большое. Давайте немножечко еще раз проговорим все-таки, как у нас проект появился в стране. В 2018 году в Москве проводился Всероссийский форум «Наставник», в рамках которого обсуждались лучшие практики по взращиванию кадров на предприятиях, лучшие практики по тьюторству в школах, все практики, которые давали возможность детям, молодежи и людям, кому это необходимо, найти наставника и, соответственно, заняться каким-то делом, да, чтобы наставник передал свои знания и в этот мир профессиональный или любой другой провел. Вот в рамках мероприятия «Наставник», как движение WorldSkills России, мы с Союзом, я имею в виду, понимали, что мы видим, как, допустим, при подготовке сборной, либо при подготовке ребят к региональным чемпионатам растятся кадры, и что наставники играют немаловажную роль. И что, допустим, если мы берем юниорское наше направление, то абсолютно не обязательно, что если ребенок у нас участвует, допустим, в электромонтаже, то он всю свою жизнь посвятит электромонтажу, и мы начали замечать, что у детей появляются новые интересы, несмотря на то, что они успешно развиваются. Именно поэтому мы решили, что очень важна роль наставника, именно человека-носителя квалификации, который может ребенку показать, что есть профессия, и что в ней интересного, что так цепляет. И, соответственно, этот наставник может дать ребенку возможность попробовать в его присутствии сделать те же самые операции по любой из профессий или компетенций. И, соответственно, на этом форуме мы представили свою инициативу как проект, который может помочь детям профессионально самоопределиться. И, соответственно, первое поручение по реализации этого проекта вышло в рамках перечня поручений президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками форума «Наставник». Для нас это было знаковым событием. 23 февраля мы это поручение получили. Впоследствии проект «Билет в будущее» вошел в федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта образования и, соответственно, занял свою нишу в рамках единой системы профориентации в целом в стране. Ну и, конечно, соглашение с Министерством просвещения, так как Министерство просвещения Российской Федерации – это федеральный орган исполнительной власти, который курирует исполнение проекта, с которым мы согласовываем концепцию и так далее. Следующий слайд прошу показать. Ключевая аудитория проекта, на которую мы рассчитываем
в этом году, рассчитывали в прошлом году, это все-таки дети и их родители. Здесь мы понимаем, что для нас дети и родители в проекте самое ценное, потому что это именно целевая аудитория потребителей проекта. Конечно, школа, учитель и региональные власти для нас тоже очень ценны, но как инфраструктура обеспечения профориентационной работы. И в текущем году мы в любом случае перед собой ставим цели, что мы будем вовлекать новую аудиторию, несмотря на то, что у нас сейчас на платформе более 1 миллиона пользователей. Это дети, которые участвовали в активностях на неавторизованной части платформы и, соответственно, приступали уже к активностям в части погружения в профессиональную деятельность. Мы будем в этом году проводить ряд специальных проектов, проводить ряд акций на платформе, чтобы детей и родителей удерживать и не давать возможности, скажем так, разочароваться в проекте. Мы планируем, что поскольку у нас проект будет запускаться уже совсем скоро, в июле, у нас будет волнообразное наполнение платформы, и каждый месяц мы сможем выкладывать какие-то новые фишки, которые позволят детям и родителям постоянно возвращаться на платформу, узнавать что-то новое и что-то для себя открывать. Соответственно, мы планируем создать большую партнерскую сетку, и нам это уже удается, чтобы, опять же, дети и родители могли для себя черпать навыки и знания из других дополнительных рекомендованных ресурсов и не стопорить этот процесс профессионального самоопределения. Ну и впоследствии мы все-таки амбициозные ребята, мы думаем, что уже, может быть, даже в следующем году дети смогут и бабушек, и дедушек привести в проект, и, возможно, мы даже кому-то из бабушек с дедушками сможем рассказать о том, как можно профессионально изменить свою траекторию. Я прошу следующий слайд. В 2019 году мы по большей степени касались в проекте, отрабатывали историю с осознанностью. Я еще раз повторюсь, что для нас очень важно именно формировать осознанный выбор у ребят. Именно по такой вот цикличной истории мы с ребятами шли. То есть мы брали ребенка, который неосознанно, некомпетентен. Сейчас на русском языке я, конечно, объясню, что это значит. Мы для себя разделили, условно говоря, 3 уровня компетентности. Это 3 уровня детей, с которыми мы сталкиваемся. Это могут быть дети, которые не задумывались о выборе профессии и ничего не знают в целом о профессиях современных, ну и как бы по факту еще не делали такой подход к снаряду, к выбору того, чем хотят заниматься. Далее мы выделили ребят, которые в целом уже начали интересоваться, но, к сожалению, точно не знают о своих силах и где они себя могут применить. И третья группа ребят – это, как правило, те дети, которые в олимпиадах участвуют, и в чемпионатах различных, и в других мероприятиях. Они, соответственно, составляли детей, которые интересовались миром профессии, уже что-то для себя выбрали, но таких детей именно 5-10%. По большей части мы столкнулись с тем, что дети еще не интересовались миром профессий и, соответственно, не задумывались, где в будущем осуществлять свою профессиональную деятельность. Поэтому мы с помощью нашего проекта давали детям возможность почувствовать себя в неком социальном лифте, и от вот этого состояния неосознанной некомпетентности, когда еще не было интересно, не задумывался, дети переходили к тому, чтобы уже попробовать, уже выбрать, что попробовать, и впоследствии перейти на мероприятия, которые в том числе могут помочь и дать ребенку знания, как можно себя самореализовать в той или иной профессии, или как можно, допустим, в будущем, когда он будет к этому готов, открыть тот или иной бизнес по этой профессии. В 2020 году мы такую логику сохраняем, но вместе с тем мы ставим вопрос о том, что у ребят должна формироваться рефлексия по отношению к профессиональному выбору. И в этой связи мы переходим к форматам более, скажем так, дробным. Мы перейдем к форматам профессиональных проф в малых группах, что позволит детям и наставникам больше взаимодействовать и обсуждать. Понравилась профессия, что не понравилось. Вот понравилось, допустим, один блок этого выполнения деятельности по профессии, не понравился другой, и куда можно с этим пойти. И также в эту историю про обратную связь, рефлексию мы планируем втянуть вас, наши уважаемые родители, чтобы вы также понимали, что нравится вашим детям, почему
Может быть, ваши желания и желания ваших детей, они не сходятся, и какие еще профессии можно было бы подыскать. Я попрошу следующий слайд. Итак, вход в проект в текущем году. Это все-таки у нас история будет свободная. Я напомню, что если в прошлом году мы привлекали школы для того, чтобы дети регистрировались и проходили тестирование, то в текущем году мы создаем систему, при которой дети и родители могут спокойно путешествовать по этой платформе. Она расположена будет на сайте bilet.worldskills.ru. Дети и родители смогут смотреть карту профессий, видеоролики, посещать специальные мероприятия, участвовать в специальных активностях в социальных сетях. Это все на открытой части платформы. Также дети и родители на открытой части платформы смогут выбрать онлайн-диагностику, к которой можно перейти и уже узнать что-то о себе. И сама регистрация личных кабинетов у нас начнется уже как раз перед прохождением профпробы и получением информации о тестировании. То есть здесь у нас с вами, чем больше для себя человек хочет открыть в проекте, тем, соответственно, дальше он идет, и по факту мы упростили историю с регистрацией до того момента, когда реально необходимы эти данные, и когда реально уже дети и родители приходят к более серьезному этапу проекта, а именно профессиональным пробам и к возможности получить рефлексию. Соответственно, я еще раз повторюсь, что карта профессии, онлайн-диагностика, видеоролики и так далее – это в открытой части платформы, не требующих специальной регистрации. Но в случае, если дети и родители хотят увидеть результаты тестирования и приступить к профессиональным пробам, им необходимо пройти регистрацию на ресурсе, оставить персональные данные и согласие об обработке и хранение этих персональных данных, и уже впоследствии перейти к, соответственно, выбору профессиональной пробы. Следующий слайд, пожалуйста. Опять же, базовый сценарий проекта в текущем году, как я уже и озвучила, что это и спецпроекты для входа, и карты профессий. Далее у нас идут онлайн-диагностики. Далее, после этого идет блок профессиональных проб и рефлексии. Я хотела бы сразу отметить, что профессиональные пробы – это будет все-таки такой большой marketplace, поскольку у нас мероприятия будут как в формате онлайн, так и в формате офлайн, и дети смогут выбрать именно то, что им понравится. Почитать про наставника, чего добился наставник, и, допустим, сколько чемпионов взрастил, или сколько, допустим, сам наград получил, да, или сколько он профессии освоил, и прийти к этому наставнику. И уже после профессиональных проб мы применяем инструменты рефлексии, и после этого, когда мы уже с ребенком пообщались, и ребенок с родителем пообщался, и ребенок с наставником пообщался, поставил все свои лайки на платформе, дал свою обратную связь, о том понравилось. Соответственно, мы переходим в режим рекомендаций и уже выстраиваем специальных треков для детей, которые проявили наибольшую активность, либо наибольшую заинтересованность в профессиях, либо заявили, что они хотят этот специальный трек. Следующий слайд, пожалуйста. Можем следующий слайд поставить? Смотрите, я очень много говорила про диагностики. Хотелось бы, чтобы просто мы с вами понимали, что это за диагностики, и у нас не возникало страха, что вдруг это что-то такое, что может нарушить общение с ребенком или так далее. Во-первых, диагностики, которые не дают оценку. Это диагностики исключительно на то, чтобы выявить интересы, знания ребенка, его склонность к так называемым хардам, то есть это вот именно профессиональные навыки, к софтам, это гибкие мягкие навыки, которые позволяют ребенку развиваться и, соответственно, личностно расти, и уровень его осознанности. Я бы хотела сразу сказать, что эти данные хранятся только у нас на платформе, в школы они не уйдут, и родители в случае заинтересованности могут вместе с ребенком посмотреть результаты теста, обсудить это с ребенком, потому что интересы повлияют на профессиональные сферы, условия труда. Здесь самое важное, что наши диагностики позволят как раз и показать на основании всего того, что мы скриним
в них, что может быть интересно детям для того, чтобы продолжать деятельность. То есть это, как я уже и сказала, профессиональные сферы и условия труда. Допустим, ребенку хотелось бы работать на природе или в офисе, и области знаний, более у него гуманитарная сфера, ну, скажем, расширена, либо математическая, и что знает о перспективных профессиях, и навыки гибкие, которыми уже обладает. Поэтому это все будет представлено в личном кабинете. Дети смогут обращаться, когда им нужно будет посмотреть все-таки, в чем они сильны, что им нужно поправить. И родители также смогут помочь детям самоопределяться на основании этих методик. Я прошу следующий слайд. Профессиональная проба, о которых мы говорили, они идут как раз после онлайн-диагностики. И здесь самое главное – это принцип погружения в профессиональную деятельность. То есть в рамках профпробы, допустим, если мы с вами говорим, например, про кирпичную кладку, дети реально попробуют работать с кирпичом и цементом, они реально попробуют замесить цемент и выстроить некую модель с помощью тех самых материалов, которыми это делают обычно специалисты по данной компетенции. Дети узнают, в каких профессиях эта компетенция может быть востребована и приниматься, и в каких отраслях можно работать именно вот с такой компетенцией. Далее наставник может рассказать о том, что с помощью, вот, собственно, самое очевидное, это, конечно, строительство. Да? Если мы говорим с вами о кирпичной кладке, то сразу все представляют себе, помните, как раньше в мультиках, что строители кладут, значит, цемент, бетон и ставят кирпичи. Но наставники в рамках режима реального времени, в рамках того, после того, как ребенок сам попробует деятельность по этой компетенции или профессии, он поговорит с наставником. Наставник уже может рассказать, что, допустим, есть кирпичные своды, каким образом это выкладывается, каким образом строятся памятники, каким образом украшается ландшафтный дизайн и показать многообразие, применимость профессии, в том числе исходя из тех условий труда, которые могли бы ребенку подойти. Плюс детям будет дана возможность все-таки оценить самостоятельно и попробовать, как они прошли эту профессиональную пробу и получить рефлексию, пообщаться, понравилось, не понравилось, чего еще хочется попробовать и так далее. Я сразу обозначу, что в текущем году мы разделили профессиональные пробы как на формат онлайн для тех компетенций, в которых это реально сделать, в которых мы можем вот так же в режиме реального времени, как мы с вами общаемся, наставник может ребят из разных регионов посвятить в компетенцию, дать попробовать. Ну, да, допустим, инженерный дизайн CAD или, скажем, прототипирование. В общем, все, где все равно все начинается с основ инженерных, где нужно попроектировать и где мы можем использовать компьютер. И, соответственно, у нас будут представлены маркетплейсом на платформе эти профессиональные пробы. Это значит, что они просто будут, ну, они не будут фильтроваться на основании интересов детей. Здесь тоже такой диагностический момент того, что дети могут показать интерес к каким-то дополнительным профессиям или отраслям, которые не были у них найдены в рамках диагностики. И поэтому будут профпробы как уровня начинающего, где ребенок сможет за одно мероприятие освоить порядка 3 компетенций, от 3 до 5 компетенций разных. И на платформе будет написано, что это начальный уровень. И это как раз тот самый начальный уровень, когда к профессии можно только прикоснуться, не имея каких-то дополнительных навыков. А второй формат – это у нас мероприятие продвинутого уровня. И этот продвинутый уровень – это для детей, которые уже что-то знают по этой компетенции. Ну, соответственно, предупреждение в маркетплейсе по разным пробам будет висеть. Но так или иначе для нас это с вами, уважаемые родители, тоже такой некий маркер того, как ребенок сам себя будет оценивать. И мы вам предлагаем вместе с ребенком выбирать эти профпробы, но выбирать не за ребенка, а выбирать с ребенком, потому что рефлексия как раз в том числе и будет строиться на том, что, возможно, мы сами чего-то ожидаем от детей, а в итоге у детей совершенно другие интересы. Следующий слайд, коллеги, мы уже практически завершили презентацию. Рекомендации, о которых я говорила по итогам
онлайн-диагностики прохождения профессиональных проб и проведения рефлексии. Ребенок уже более-менее может оценить, что ему интересно, что неинтересно, дать обратную связь на платформе, посвященной мероприятиям. И тут мы ему будем строить рекомендацию по построению индивидуальной образовательной траектории. Эта рекомендация будет доступна для детей в личных кабинетах на платформе в режиме цифрового портфолио, и не нужно будет ее хранить на компьютере, она всегда будет доступна и будет обновляться самостоятельно по мере продвижения ребенка в проекте. Соответственно, здесь у нас с вами будет 3 блока. Все-таки как продолжать выбирать и дополнительный маркетплейс с программами доп. Образования по выбранным профессиям, компетенциям или тем отраслям, в которых ребенок может развиваться, по кружкам, олимпиадам, по профориентационным сменам, которые проходят в закрытом доступе, или, допустим, это смена во всероссийских детских центрах, куда мы вас можем привести как на профильную смену. Далее это будут направления, где можно учиться по тем интересам, которые есть у детей. Это как и СПО, это и вузы, это и ДПО, это возможные какие-то дополнительные школы, которые вот есть на территории города, и где и кем работать. То есть это уже мы переходим в описание карьерных траекторий партнерских программ. Мы предполагаем, что здесь мы взрослым детям уже сможем показать, какие есть образовательные программы партнерские, допустим, если это корпорации, которые ведут к совместным программам с образовательными организациями, после которых дети могут получить стажировку и после которых могут претендовать на трудоустройство. Но так или иначе показывать, где ребенок с выбранной отраслью, профессией или с той компетенцией, которая ему понравилась, может впоследствии получить свое карьерное развитие, мы в рамках этих рекомендаций будем. Я прошу следующий слайд. Следующего слайда, к сожалению, нет. На этом мы такую вот общую презентацию по проекту, наверное, закончим. Я еще раз со своей стороны скажу, что для нас очень важно в этом году, чтобы дети и родители участвовали совместно в проекте. Здесь ведь, понимаете, такой момент, что ребенок все-таки без помощи родителей не сможет зарегистрироваться для прохождения профессиональных проб, а это самое важное в проекте. И все-таки, когда вы, уважаемые родители, сможете вместе с ребенком прийти на площадку и потом увидеть счастливые глаза ребенка, который не знал, что и кирпичная кладка у него получается, электромонтаж, и ух ты, по сантехнике у него что-то получилось, я думаю, что это многого стоит. И самое главное, что неважно, что ребенок выберет, самое важное, что он точно будет понимать, что ему нравится это работать. Ведь мы с вами знаем, что самая лучшая работа – это ваше хобби. Поэтому этого нашим детям и желаем. Спасибо. Да, Евгения Игоревна, спасибо большое за такое интересное погружение в проект. Действительно, я вот смотрю и думаю, очень жаль, что когда, допустим, вот мой ребенок, да, был помладше, такого проекта не было у нас. И действительно, вот в проекте, получается, ребенок вместе с родителем заходит в проект, и у них уже есть, ну, скажем так, какая-то вот дорожка, по которой они могут пройти, да. Эта дорожка их никак не ограничивает, но она все-таки вот есть, да, какая-то разметка, вот куда можно пройти. Это очень здорово, да, и действительно, вот как уже сказали, проект у нас в Якутии реализуется с 2018 года, вот, и мы опросили родителей, которые участвовали в этом проекте, и вот у нас есть некоторые вопросы от родителей, хотела бы задать. Вот вопрос такой был, ну, например, в прошлом году вот этот период для прохождения профессиональных проб, он был очень коротким. Вот в этом году как? Будет ли больше времени? Угу. Да-да-да, мы со своей стороны всю критику предыдущих 2 лет, соответственно, получили. Мы ее проанализировали, и я действительно мало говорила об этом сегодня, но мы планируем 7 июля уже открыть доступ на платформу для того, чтобы дети и родители проходили диагностики, чтобы была возможность посмотреть, что это за платформа, привыкнуть к работе с ней, постепенно зарегистрироваться на ней, и уже в конце июля мы начнем прохождение профессиональных проб.
Но опять же здесь деткам и их родителям нужно быть тоже максимально активными с их стороны, чтобы успеть выбрать те самые интересные профессиональные пробы, потому что я хочу обозначиться, что поскольку посещаемость, ну то есть вот группа участников профессиональных проб ограничена количеством, для начального уровня это 8 человек, для продвинутого 6, то на платформе, как только 8 человек, допустим, или 6 будет собираться, эта проба будет пропадать. Понятное дело, она будет спустя какое-то время в расписании, но, опять же, если хотим в ближайшее время попасть, то уже, наверное, с конца июля можно будет мониторить, смотреть и записываться. Да, я обращаюсь к участникам нашего эфира, пожалуйста, задавайте свои вопросы, и вот мне передают вопросы с параллельных наших трансляций. Ну, видимо, надо уточнить еще, правильно ли мы понимаем, что у детей есть возможность, у каждого ребенка есть возможность зайти в этот проект абсолютно бесплатно и вот принять участие там, в тестировании, в профессиональных пробах. Да, абсолютно любой ребенок, даже со своего смартфона, с мобильного телефона, может зайти на платформу и абсолютно бесплатно принять участие в проекте. Проект финансируется из бюджета Российской Федерации, никаких дополнительных вложений финансовых со стороны детей и родителей не потребуется. Все, что для них нужно, будет размещено на платформе и, соответственно, уже по пришествию на профессиональную пробу. Да, вот действительно это очень ну, такое хорошее подспорье, наверное, для родителей в наше время, потому что ну, пройти вот тестирование, хорошее качественное тестирование, получить консультацию действительно бывает ну, не так дешево, да. Вот. Еще такой вопрос спрашивают, там у вас была информация о специальных мероприятиях, что за мероприятием и карта профессий, можно ли немножко подробнее об этом? Карта профессий – это будет, ну, скажем так, отдельная закладка в платформе, где ребенок сможет узнать о том, какие современные отрасли сейчас есть, где развивается производство, о том, какие профессии в этих отраслях наиболее современные и востребованы. И уже непосредственно открывая каждую профессию, можно будет столкнуться с тем, какие компетенции применимы. Совместно с Высшей школой экономики мы проработали вопрос, и на платформе будет как раз топ-100 самых востребованных профессий современности и ближайших лет. Поэтому дети и родители смогут почитать, смогут посмотреть видеоролики. Плюс мы разместим ближе к сентябрю симуляторы, ну, условно говоря, да, давайте по-простому, это игры компьютерные или на мобильных приложениях, где ребенок вот может, условно говоря, попробовать, ну, через компьютер деятельность по разным компетенциям. Ну, хотя бы понять, что, допустим, есть токарные работы, вот есть станок, на нем, значит, нужно сначала запрограммировать, потом взять расходный материал, поставить его в станок, и программа высчитает, как его отточить. Да, то есть новые технологии там абсолютно по полной программе задействованы. Супер. Да, мы постараемся. И вот каким образом родитель, вот вы говорили, да, что ребенок проходит диагностику, и может ли родитель ознакомиться с результатами этой диагностики, ну, как-то увидеть, что же там получилось? Да, конечно. Поскольку у нас все-таки регистрация будет идти изначально от родителей, то есть ребенок может там частично ее пройти, но чтобы до конца пройти регистрацию, все равно нужен будет родитель, который через госуслуги федеральные подтвердит свою личность. Мы точно будем знать, что это мама и папа вот этого ребенка, даст свое согласие на обработку персональных данных, сформируется личный кабинет ребенка. И поскольку мы придерживаемся того, что все-таки родителей ну, никак нельзя убирать из процесса работы с детьми, то, соответственно, родители смогут увидеть, смогут оценить. И сейчас, наверное, разные эксперты сказали бы о том, что ребенок, может быть, и не захочет, да, ну, есть разные мнения. Но мы считаем, что все-таки родитель может ознакомиться с той информацией, которая у ребенка выпадает по итогам участия в проекте. Потому что мне кажется, что для родителей это тоже очень важно. Смотреть, что же все-таки ребенку написали и как там у него что.
Да, родителям всегда это интересно очень. И такой еще вопрос. Так, сейчас, секундочку. Вот так, да. Как выбрать профессиональную пробу, вот спрашивают. То есть каким образом, откуда это можно узнать? Когда закончится регистрация в личном кабинете у детей и родителей, будут доступны результаты онлайн-диагностики. Там можно будет ознакомиться со склонностями ребенка, его пожеланиями к месту работы и так далее. И дальше будет представлен большой маркетплейс как раз вот этих профессиональных проб. Будет написано, какая компетенция, какой наставник, где проходит. И дети и родители смогут, ну, то есть, условно говоря, платформа выдаст не только то, что у ребенка отразилось по диагностике, а даст возможность выбрать из всего того, что представлено на территории региона в очном формате, в онлайн-формате и в онлайн-формате на территории Российской Федерации по часовым поясам, которые подходят, потому что мы знаем, что у нас с вами разница в 6 часов. Исходя из вот этого всего многообразия представленного, дети и родители смогут записаться на свободную профпробу. Но, опять же, здесь нужно понимать, что в онлайне они выходят самостоятельно по той ссылке, которая будет стоять. Если это очное мероприятие, то дети и родители выбирают площадку и самостоятельно до нее доезжают. Поэтому наш совет, конечно, при очных пробах выбирать площадки, которые близкие, чтобы и дети могли самостоятельно дойти, а при онлайн-пробах выбирать то, что детям интересно, потому что будет возможность все-таки задействовать разные ресурсы. То есть правильно ли я поняла, онлайн-пробы наши вот ребята, которые проживают в республике, они могут выбирать прям абсолютно вот по всей территории России, все что угодно? Ну, по часовым поясам то, что, да. Конечно, да. Это просто отлично, конечно, замечательная возможность. И у меня еще такой вопрос, связанный, вот в прошлом году говорили, что там диагностика, она, ну, ребята, если вот что греха таить, да, ребята не очень любят проходить вот эти тесты там и так далее, их немножко это так затрудняет. Вот в этом году есть ли какие-то изменения? Да, есть изменения. Мы отошли от тех больших массивных тестов, трехэтапного тестирования, каждая по 45 минут этап. Мы отошли, сейчас это будут легкие игровые методики по 15-20 минут. Абсолютно не обязательно нужно будет проходить все. То есть ребенок может пройти одну онлайн-диагностику, получить характеристику, ну как характеристику, условно говоря, да, анализ по итогам прохождения, перейти к профпробам. Но когда ребенок будет, допустим, проходить дополнительные онлайн-диагностики, то его цифровое портфолио, его цифровой след для формирования рекомендаций, вот итога проекта, он, соответственно, будет меняться в зависимости от интересов ребенка. Поэтому чем больше дети и родители захотят узнать, тем больше мы им советуем онлайн-диагностик пройти, в карте профессии почитать, потому что каждый их клик на платформе будет иметь свое значение и вес в формировании вот рекомендаций цифрового портфолио. Да, это очень здорово, прям я очень рада за детей, потому что тесты в игровой форме – это отличное решение, конечно. И вот я смотрю, у нас есть вопрос в чате, очень интересный. Есть ли тест о степени вмешательства родителей в выбор ребенка? То есть чтобы родитель сам понял, что вот он сейчас переходит границу, да, например, давит, может быть, на ребенка, или все-таки он вот как-то соблюдает границы? Ну, к сожалению, такого теста нет, но мы сейчас озабочены разработкой некого электронного помощника для родителей. То есть мы, ну, кто-то назовет это чат-ботом, мы назовем электронным помощником. Мы хотим, чтобы родителям, ну, в формате WhatsApp, например, да, приходили сообщения с платформы, что ваш ребенок записался на такое-то мероприятие, подтвердите. Ваш ребенок ушел на мероприятие, у вашего ребенка закончилось мероприятие. Обсудите это с ребенком, да, нравится ли вам выбор ребенка, где что посмотреть, если не нравится, какие вопросы правильные задать. То есть мы понимаем, что это, наверное, не заменит общение со специалистом, с психологом, но так или иначе, по крайней мере, вывести немножечко родителя в зону того, чтобы подумать об интересах ребенка, наверное, это было бы здорово. Поэтому мы очень надеемся, что к сентябрю нам удастся этот сервис запустить для родителей, посмотрим, как он будет востребован.
Да, мне кажется, это очень такая хорошая идея. И еще один вопрос. Как попасть на проект? Ну, мы говорили уже, но, может быть, еще раз в 2 словах коротко. Уважаемые дети и родители, 7 июля мы вас ждем на платформе, электронный адрес bilet.worldskills.ru. Вы можете заходить, начинать проходить и потихонечку начинать регистрироваться. Для того, чтобы попасть в проект, нужно желание, возможность сетевая, зайти в интернет, попасть на платформу и начать уже историю про прохождение. Спасибо большое. Друзья, наше время, к сожалению, завершается, подходит к концу. Я хочу выразить огромную благодарность нашим гостям, потому что действительно такой очень полезный эфир получился, на мой взгляд. Мы ответили на вопросы, которые поступают от родителей, и хочется верить, что действительно вот в этом году такой улучшенный, существенный проект, он поможет не только детям, но и родителям, ну и, соответственно, в обратную сторону детям. И мы получим какой-то такой колоссальный эффект от этого. Спасибо большое. И я, наверное, еще раз напомню, что региональным оператором в этом году, региональным оператором проекта «Билет в будущее» является Центр опережающей профессиональной подготовки. И все вот, как бы исходные точки, что ли, да, какие-то ссылки, напоминания и так далее, как проект начинается, как можно туда войти, мы будем публиковать на наших страничках, в наших социальных сетях, поэтому следите. Мы вот с Союзом всегда на связи и постараемся на все ваши вопросы ответить и максимально хорошо отработать в этом году. Спасибо большое всем участникам. Спасибо Всего большое. доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Коллеги, огромное спасибо.